Қайырлы күн, құрметті қауым, құрметті тыңдаушылар, көрермендер. Бүгінгі қазақ биі тақырыбына арналған онлайн лекцияда сізді қарсы алуға өте қуаныштымын. Сіздер өздеріңіздің уақыттарыңызды, көңіліңізді бұл тақырыпқа бөліп жатқаныңызға көп рахмет. Бізден сізге бір сәлем. Добрый день, дорогие друзья, дорогие слушатели, зрители. Я рада приветствовать вас на нашей небольшой онлайн-лекции, которую мы посвящаем казахскому танцу. И от всего сердца я хотела поблагодарить вас, дорогие, что вы сейчас с нами, что вы сейчас дома, что вы соблюдаете карантинный режим. Сейчас сложная ситуация во всем мире, и находиться дома – это то, что нам под силу. Это мера, которая сейчас очень необходима для ограничения распространения коронавируса. Берегите себя, дорогие. Итак, мы начинаем. Казахский народ за свою многовековую историю создал богатую самобытную духовную культуру, важной составной частью которой является танцевальное искусство. Танец обладает многообразием форм и видов, возникших из отражения окружающей действительности. В народном быту сложились свои танцевальные традиции, своя координация движений, пластическая выразительность, музыкально-ритмические рисунки. Танцевальная культура казахского народа, его лексика рождалась в единстве не только с ритмом, мелодией народной музыки, но и с декоративно-прикладным искусством, устным поэтическим творчеством, языком, обрядами, традициями казахского народа. Меня всегда удивлял тот момент, когда говорили о том, что у казахского народа не было своего пластического языка, то есть танца. Однако о существовании казахского танца с древних времен писали многие авторы, историки, этнографы. К этой проблеме были посвящены труды русских путешественников XIX века и, конечно же, наших казахстанских исследователей. Это труды Лидии Петровны Сарыновой, Даурена Тастанбековича Абирова, Шары Женькуловой, Узбекали Джанибекова, Ольги Всеволодской-Галушкевич, Айгуль Кенесовны Кульбековой, Али Бахаджана Шанкибаева и многих других. Сейчас вашему вниманию мы представим небольшую презентацию, и через эти слайды я буду продолжать нашу лекцию. Первый такой очень яркий археологический памятник, который подтверждает, который доказывает, что на нашей территории танец был, это, конечно, петроглифы. Это наскальные рисунки, где вот в данный момент мы здесь представляем вам петроглифы местности Тамгалы Алматинской области. И здесь вот просто очень ярко видно, насколько здесь вот исполняется такой массовый ритуально-обрядовый танец. И, конечно, это были танцы ритуально-обрядовые, сакральные. Они отражали мировоззрение наших предков, их ощущение окружающего мира, природных явлений. И вот благодаря трудам больших мастеров, больших исследователей, как Маргулан, Акишев, Максимова, мы можем расшифровать и прочитать расшифровку этих петроглифов. Здесь на эти фотографии я сама, мне посчастливилось в годы учебы в магистратуре побывать в этой местности впервые. Это был 2006 год, мы с нашим профессором Капелевичем ездили туда, и с нашей группой. И, конечно, эта местность очень сильно впечатлила меня. Потом мы здесь оказались уже на, скажем так, на 10 десятилетий позже, когда мы снимали документальный фильм «Казахский танец». Здесь вот на фотографии главная героиня Жанель Уланова и наш замечательный оператор Алексей Кирюхин. А эта фотография, это с моего концертного номера
под названием «Оживший петроглиф». И вот, впечатлившись этой местностью, конечно, это не народный был танец, но вот такое огромное впечатление произвело эта местность, вот Тамгалы, что я вот захотела поставить этот номер, и его исполняли замечательные танцовщицы, балерины, и танцуют по сегодняшний день. А следующий слайд – это, конечно, сегодняшнее наше видение, понимание культуры шаманов Баксы. Не случайно я останавливаю наше внимание именно на этом, потому что Баксы – это те люди, которые были носителями пластического языка. Конечно, если говорить о них, то главной, скажем, их функция, это была функция, они лечили людей, да, они обладали даром, и вот в момент, кульминационный момент, вот в их, когда происходило вот камлани, это когда они в танце под ударный инструмент или асатаяк, или дангра, они, танцуя, падали на землю в таком эмоциональном, не могу никак органично сложить свою речь. И вот я повторюсь, что носителями пластики, и вот здесь я в 2015 году ставила номер Джита Басла, да, и вот здесь мы хотели показать вот функцию этих интересных личностей вот степной культуры. Надо сказать о том, что вот хотелось бы мне подчеркнуть, что Узбекалит Джанибеков, мы знаем, это выдающийся этнограф, историк, человек, который внес огромный вклад в сохранение казахских традиций. Он писал: хотя многие канонические формы древних плясок не дошли до нас, в памяти народной остались их сюжетная тематика, традиционные увлечения многих поколений, идеалы танцевальной пластики, ибо этот вид искусства у казахов никогда не ограничивался определенной и раз и навсегда выработанной системой жестов, движений и механикой танца. Да, надо подчеркнуть, что вот до 20 века понятия школы казахского танца не было. Однако пластика сформировалась, она очень самобытная, она очень интересная. Если мы будем брать мужской танец, она очень экспрессивная, яркая, выразительная. И надо подчеркнуть, что яркими носителями пластического языка в степной культуре это были артисты Салсиры. Это универсальные артисты, которые и пели, и танцевали, и играли на музыкальных инструментах, и были великолепными сказителями. И именно в их искусстве закладывалось будущее искусство, цирковое искусство, в том числе и, конечно же, танцевальное искусство. А когда они приезжали в аулы, их встречали, они вот в степной иерархии занимали особенное место, потому что эти люди несли, они были носителями культуры, степной культуры. И, конечно, когда они выступали, зрители с большим восхищением и с большой радостью принимали их искусство. И надо сказать, что вот на этих фотографиях как раз номер, который мы попытались, мы осуществили с моим коллегой Алматом Шардаровичем Шамшиевым, это Серелер Салтанаты, где мы хотели показать вот тот восторг аула, когда приезжают, когда приходят эти салсеры, которые владеют разными видами искусства, которые и поют, и танцуют. Мы знаем, что многие танцы вот в казахской танцевальной культуре, они основаны на национальных играх, обрядах и трудовых процессах. И продолжая эту тему, очень
как бы для нас важны труды наших исследователей, таких как Даурен Абиров, как Узбекалит Джанибеков, как Албакир Исмаилов, где они очень хорошо, ну вот, четко зафиксировали имена исполнителей рубежа 19 начала 20 веков. Вот среди них это знаменитый народный комик 19 века Ага Шаяк Рахмбердер. Он совмещал танец с прыжками и через 9 посаженных рядом верблюдов. То есть в их научных трудах мы не только видим фамилии, имена, но еще и описание танцев, которые они исполняли. Очень как бы в первой четверти 20 века еще во внимании остались такие артисты, как Жандавара Жанду Омар. Они в сатирических пантомимах, в своих танцах высмеивали баев-феодалов. И вот те в отместку их называли жанды, ну, дурачок. На вот одну из ярмарок в начале 30-х годов 20 века хорошо был известен такой народный комик, как Зарубай. Вот он одевался в костюм зайца, он исполнял Коянби. И при этом прыгал как заяц по столу с расставленными на нем пиалами, не задевая и не роняя ни одной из них. То есть это говорится о очень сильной координации, о технике исполнения и удаль этого комика, этого танцовщика. Также есть сведения о также танцовщиков Зарубай, Кульсиитов и Жандавара. Его зовут вообще Ахмед Берсагимов. Вот когда они стали артистами театра казахского драматического, они исполняли наряду с другими танцами с большим успехом такие танцы, как Коян мен Бүркіт, Курбиди, вот такие танцы. Также есть сведения о народном комике Арахым Асылбекове. Он превосходно исполнял танцы казах-би, ортеки, каражорга. Также есть сведения о том, что сама великая күйші домбрест Дина Нурпиисова, когда играла на домбре, ее сын стоял рядом и он танцевал под эту музыку. Еще очень интересное сведение есть о народном акыне Доске Алимбаеве, который в 1928 году исполнял танец Отуспи, танец состязания, а также с другим джигитом танец Успега Даулпас. Также есть сведения о народном акыне Шашубай Кушкарбаеве, что для нас как-то было очень интересно, потому что мы его имя ассоциируем в основном с деятельностью акына, а есть сведения, что он перед выступлением своим вскакивал на коня, исполнял танец джигита на полном ходу и, стоя в седле, затем спрыгивал на землю и плясал вокруг коня. Он же показал комический танец ортеке. И также в трудах Даурена Абирова, Бакира Исмаилова обозначается вот такой танцовщик по имени Исхак Бжибаев. Он в 1934 году на фестивале народного танца в Москве, ему было тогда 52 года, исполнил танец Насыбайше. И самое интересное, сегодня мы эту хронику покажем вам. Я считаю, что это уникальная хроника, не потому что она только вот именно 30-х годов, а потому что мы четко и ясно видим, какая была пластика мужского танца. Ведь Исхак Бжибаев это не профессиональный танцовщик, он из Алматинской области и уже достаточно в таком немолодом возрасте, и он выполняет уникальные самобытные движения. И вот вашему вниманию я хочу представить эту хронику.
на мой взгляд, действительно, ну, как я и сказала, это уникальная хроника, уникальный танцовщик. И как хорошо, что эта запись дошла до нас вот до сегодняшних дней. Следующую хронику я хочу представить. Это танец Кокпар. Также в исполнении самого Исхака Бижибаева и молодых танцоров из Казахского музыкально-драматического театра. Дело в том, что вернее, здесь не они исполняют, но вот сейчас вы увидите интересный макет лошади, и вот по источникам, как пишет Даурен Тастамбекович Абиров, Исхак Бижибаев говорил, что он сам является автором вот этого интересного макета. Народная игра Кокпар. Настолько трогательно, настолько естественно вот это желание, порывы отразить нашу народную игру Кокпар. И вот такие же макеты были использованы уже в программе ансамбля, государственного ансамбля песни и танцы. И в 1959 году вот с таким танцем ансамбль выехал на первые гастроли в Соединенные Штаты Америки. Даже такие вот есть сведения. Но мы продолжаем. Конечно, надо сказать, что вот когда работал над книгой Даурен Абиров с Аубакиром Исмаиловым, и вообще не только над книгой, а над исследованием казахского танца, он говорит, что оригинальные казахские народные танцы, которые видели и в своей жизни, и они делились своими впечатлениями, это были Калибек Куанышбаев, Куманбек Джандарбеков, Канабек Байсиитов, Гарифулла Курмангалиев, Ахмед Жубанов. Все они видели, как в народе танцуют, и делились своим опытом, своими воспоминаниями, вот как раз Дауреном Абировым и Аубакиром Исмаиловым. Надо сказать, что дошли до нас названия танцев, которые исполнялись. Это и Каражорга, это Уртеке, Туспи, Казахшаби, Коянби, Коян-Бүркіт, Құсбегі Даулпас, Аюб-би, Қасқатар, Тырна-би, Бүркіт-би, Керенчек, Топан-би, Той-би, Шильдихана, Айгуле. Вы вот, когда вот перечисление, вот мы читаем этих танцев, понимаем, насколько были разножанровые танцы, насколько они были поставлены на разные темы и насколько они ярко отражали все, что окружает казахский народ. Конечно, новая история начинается вот для казахского танца, это 20 век, конкретно это 30-е годы 20 века. Это связано с становлением профессионального театрального искусства. И особенное место в истории казахского танца, конечно, занимает наша великая Шара Жениколова. О ней говорить вообще можно очень долго. И ей нужно посвятить вообще отдельную лекцию. Вы знаете, есть прекрасные программы о ней, много хороших сведений о ней и книги. Я хотела бы подчеркнуть, сказать, что она первая профессиональная казахская танцовщица, которая свое искусство представила на большой сцене в 1936 году в рамках первой декады казахского искусства в Москве.
Она народная артистка Казахской ССР, она пропагандист казахского танца. Надо подчеркнуть, что часто думают, что она только, многие думают, что она только казахские танцы танцевала. Нет, она танцевала танцы народов мира. И самое уникальное в том, что она пела, она вот совмещала эти два жанра в своих выступлениях. Она пела и танцевала, снималась в фильмах, была актрисой. Вот в фильме «Амангельда», первом художественном фильме, она сыграла роль его супруги Балам. И еще надо подчеркнуть, что наряду со своей сценической деятельностью, вернее, после сценической деятельности, она посвятила всю себя педагогической деятельности. И в 1965 году она стала руководителем Казанского хореографического училища и открыла там народное отделение. И самое главное, вот в том 1965 году она очень сделала очень важную вещь для истории казахского танца. Она ввела дисциплину казахский танец в учебную программу. И вот с того момента эта дисциплина у нас является одной из основных дисциплин в подготовке будущих исполнителей, будущих артистов балета, будущих артистов ансамбля танца. И эта дисциплина идет во всех высших учебных заведениях в формулировку теории методика преподавания казахского танца. То есть первый человек, который внес вклад и в то, что необходимо систематизировать, создать методику преподавания этой дисциплины, это была Шара Женькулова. Здесь фотографии 30-х годов, и, конечно, она для нас огромный пример. Посмотрите, какие у нее костюмы, как она украшала себя. Косы, как все подчеркивают, косы ее родные были, такой длины. Ее головные уборы. Она очень скрупулезно относилась к своим сценическим костюмам. Здесь уникальные фотографии уже гораздо позже, где-то это 50-е годы. Здесь мы видим Шару Апай в исполнении специфических положений рук казахского танца. Да, и вот она это описала в своей книге «Тайна танца». И вот мы видим, сейчас мы это называем кызгалда, и это мы называем кошинта. И насколько здесь, знаете, что важно? Не просто форма движения, а какую она вводит туда смысловую нагрузку, какая манера, как она исполняет вот эти специфические положения рук. Ведь сейчас очень важно не только форма, и всегда это было важно, а именно содержание. Нам необходимо, вот это я попозже буду об этом говорить, вот нашему поколению хореографов, создавая свои какие-то работы, опусы, сочинения, нам необходимо сохранить самобытность танцевального языка, которые вот создали и оставили нам такие выдающиеся мэтры, как Шара Женькулова. А здесь я хочу представить вашему вниманию тоже хронику мою, одну из моих любимых, где Шара Женькулова танцует на сцене Большого театра. Это уже вторая декада казахского искусства, 1958 год, и она в великолепной форме показывает свое искусство уже вот на такое, не уже, а на сцене Большого театра. Спустя 22 года ее искусство столь же молодо и
Здесь мы видим в ее исполнении те очень важные элементы казахского танца, которые стали основными движениями рук казахского женского танца. Это необыкновенные пластики движения толкын, это необыкновенное движение кайнар-булак. Мы остановимся об истории названия данного движения чуть-чуть попозже, а я продолжаю. Надо сказать, что после Шары Женьковой и в то же время ее современницы были замечательные танцовщицы, имена которых вошли в историю казахского профессионального хореографического искусства. Особенное место занимает имя Нурсулу Топаловой. Великолепная танцовщица. Когда читаешь о ее выступлении, я всегда ее представляю перед собой. И, кстати, сегодня я тоже представлю вам хронику в ее исполнении. Она уникальна была еще и тем, что, не имея базового образования, она стала артисткой балета театра оперы и балета имени Абая. Именно она танцевала в дуэте с великой Галиной Сергеевной Улановой, которая в годы войны приехала к нам в эвакуацию в Казахстан. Нурсулу Топалова танцевала партию Зарема, Галина Сергеевна Уланова партию Марии в балете «Бахчисарайский фонтан». Здесь же, вот здесь мы видим на слайде фотографию в дуэте с уникальным танцовщиком Алмасом Бекбасыновым. Тоже надо подчеркнуть, что он, не имея базового образования, стал замечательным танцовщиком театра оперы и балета имени Абая. И они вместе танцевали много казахских сценических танцев. Вот здесь я вам сейчас представлю хронику, где танцует Нурсулу Топалова на музыку Курмангазы. Заслуженная артистка Казахской ССР Нурсулу Топалова. Надо это в основном подчеркнуть для студентов, что артисты больших театров нашего Казахстана, они вот так выезжали по аулам, выезжали по городам и вот под открытым небом представляли свое искусство. А мы продолжаем. Здесь на этой фотографии, вот мы уже упомянули имя Обакира Исмаилова, уникальная личность. Я им восхищаюсь его универсальным талантом, потому что он был и режиссером, и актером, и танцовщиком, и музыкантом, и сказителем, и, конечно же, выдающимся художником, он народный художник Казахстана. Но почему мы подчеркиваем его имя в истории хореографии? Потому что он внес колоссальный вклад. Он был как раз носителем того пластического степного языка. Его отец танцевал, его дед танцевал. И вот эти традиции, самобытные, необычные движения, которые свойственны мужскому танцу, он делился с этими движениями с Дауреном Тастамбековичем Абировым. И они вдвоем создали замечательную книгу «Казахские народные танцы». Даже вам ее покажу. Вот такая книга. Она впервые, по-моему, вышла в 1961 году, потом переиздавалась в 1984 году. Я ее очень люблю, потому что, во-первых, здесь дается описание всех танцев, которые они собирали с Дауреном Абировым. Здесь не просто описание танца, здесь еще есть замечательные зарисовки положений, позиций,
которые мы используем по сегодняшний день. Это входит в программу казахского мужского танца. Уникальный труд тоже является для нас той настольной книгой, на которую мы опираемся, учим, изучаем и стараемся, как бы сказать, развивать. Дальше. Здесь как раз это кадры из фильма «Синий маршрут», где Абубакир Исмаил сам танцует. Вот эти 3 кадра для меня это было, скажем так, находкой, открытием. Я их нашла, вот когда при подготовке съемки документального фильма «Казахский танец», естественно, с группой собирали материал. И вот в Государственном архиве мы вот нашли вот эти замечательные фотографии Зайнаб Розмухамедова, Роза Альжанова, Сайфуддинова. Вот Зайнаб Розмухамедова, она вообще заслуженная артистка Казахской ССР, но, к сожалению, вот сведения об этих танцовщицах у нас практически нет. Но, слава богу, вот сохранились такие фотографии, есть имена, и мы видим их в исполнении казахского танца. Вот Сайфуддинова, она тоже была одна из первых исполнительниц партии «Мамыр», балете Калкамана «Мамыр», который был поставлен в 1938 году на сцене театра оперы и балета имени Абая Леонидом Жуковым. Вот. Дальше хочу представить здесь замечательные фотографии. Здесь выдающиеся исполнители. Это Камыш Карабалинова. Она ученица Шары Жиенкуловой. Когда Шара Жиенкулова ушла с театра, начала свою яркую сценическую деятельность уже вне стен театра, вот после нее осталась на сцене танцевать Камыш Карабалинова. Рядом с ней Гани Акжанов, тоже заслуженная артист Казахской ССР. Рядом с ними здесь же Ракуль Тажиева, она уже выпускница хореографического училища, ученица самого Селезнева, Уразбаев. Это все, я здесь показываю, фиксирую именно исполнителей казахского сценического танца. Мархабай Манкулова. Вот эту фотографию мне любезно предоставила наш профессор, заслуженная артистка Казахстана Туган Успановна Эзем. Вот здесь Мархабай Манкулова танцует. Это вторая декада казахского искусства в Москве 1958 года. Рядом с ней стоит Роза Ислямгалиева, прекрасная танцовщица, которая реализовала себя в первом государственном ансамбле песни и танца Казахской ССР. Тоже заслуженная артистка заслуженный артист Казахстана. Мне очень приятно смотреть на эти фотографии, потому что мы видим, какие костюмы, какая пластика, какие позы, какое отношение, сколько света в этих фотографиях, в их исполнении, в этих замечательных артистов. Следующий слайд – это, конечно, Гульжан Талпакова. Вот в жанре казахского танца, народного танца в Казахстане после Шары Жиенкуловой звание народной артистки Казахской ССР была удостоена именно она, Гульжан Талпакова. И она была солисткой ансамбля «Гульдер». Она ныне здравствующая, умница, она работает и проводит, она живет на Западном Казахстане и проводит свой международный конкурс народного танца. И уже прошло их несколько. И рядом вот с ней мы видим фотографию замечательной танцовщицы, которая начинала свою деятельность как сольная, то есть потом в составе ансамбля «Алтынай», заслуженная артистка Казахстана Туган Успановна Эзем. Сегодня она наш профессор, она кандидат искусствоведения. О ней мы сейчас еще чуть позже будем говорить более детально, потому что это будет связано с деятельностью Казахской национальной академии хореографии. Здесь замечательные танцовщицы театра оперы и балета имени Абая, это Фируза Жумембетова и Лариса Мажикеева. Они танцевали в дуэте, они исполняли именно национальный репертуар, часто представляли свое творчество и творчество театра оперы и балета имени Абая за рубежом.
Вот такой интересный был дуэт. Потом еще будет в 90-е годы один дуэт, о котором мы чуть позже будем говорить. А рядом с ними стоит, вот на этой фотографии запечатлена Гульсауле Урмбаева. Это тоже прямая ученица Шары Жиенкуловой. В 1965 году, когда я вам говорила, она открыла народное отделение, она ездила по Казахстану, набирала талантливых исполнителей. И вот в этот состав попала вот Гульсауле Урмбаева. Она сегодня заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена Курмет и руководитель ансамбля «Салтанат». Здесь такой тоже очень интересный дуэт. Он, наверное, вот 70-е, 80-е годы, это, наверное, такой единственный дуэт, я имею в виду мужчины и женщины. Это Туйган Успановна Зым и Усейн Кайрулла в исполнении танца Куспека Даулпас в постановке того же вот Абубакира Исмаилова. Это интересный дуэт такой был, у них интересный был свой репертуар. И очень приятно, что мы танцы из репертуара вот этого дуэта видим по сегодняшний день. Он танцуется, исполняется, он уже вошел тоже в наследие казахского танца. И вот недавно мы как раз на уроке Алматы Шардаровича видели этот танец. Об этих танцовщицах мне, конечно, хочется сказать отдельно. Это Айгуля Бекеновна Тати в дуэте с Гульнарой Пшимбаевой. Замечательный, яркий дуэт. Они танцевали вот в 90-е годы. Именно этот дуэт, они стали первыми лауреатами первого конкурса казахского танца, посвященный памяти Шары Жиенкуловой. Об этом конкурсе мы тоже, я чуть позже остановлюсь более детальнее. Заслуженные артистки Казахстана. Сегодня Гульнара Пшимбаева живет за рубежом, а вот Айгуля Бекеновна продолжает свою артистическую деятельность уже в качестве педагога, на мой взгляд, выдающегося хореографа. Она работает в театре Астана Балет и преподает в Казахской национальной академии хореографии. Здесь также замечательные танцовщики Газиза Абдиева, Талан Кылышбаев. Талан Кылышбаев танцевал в составе ансамбля «Алтынай», потом впоследствии он стал его и руководил этим ансамблем. И он является носителем наследия танцев, которые ставились в рамках ансамбля «Алтынай». Это постановки Ольги Всеволодской, Галушкевич, Даурена Абирова. Здесь Нурлубек Альдибеков, это уже солисты ансамбля «Салтанат», Дина Нургалиева. Хочется сказать, что, конечно, у нас еще много замечательных танцовщиков. У меня, к сожалению, не все фотографии есть в моем архиве. Это и Фарида Алиева, это и Дана Мурзабекова, это Акмарал Ильясова. Много хороших и ярких танцовщиков-исполнителей есть. Имена их вошли в историю казахского хореографического искусства, потому что в их исполнении казахский танец звучал уже, вот, скажем так, новыми красками. Каждое поколение привносило свою индивидуальность, свое понимание пластического языка, свое понимание стиля и манеры. Спасибо им большое, потому что они, благодаря им, сегодня мы продолжаем традиции исполнительского мастерства казахского танца. И надо сказать, что с 2000-х годов очень стало много хороших проводиться профессиональных конкурсов народного танца, где наши выпускники стали завоевывать призовые места. И призовые места не только классическим балетным репертуаром, но и народным репертуаром, и в частности казахским танцем. Вот это и Асель Алибекова, и Анель Марабаева, Назгуль Жусупова. Сейчас замечательно выступает на международных конкурсах то Жанна Удалин, Куркем Шолошева. И вот
радует, что вот продолжение вот традиций исполнительского мастерства, они вот идут и они есть на сегодняшний день. Здесь хочется остановиться, конечно, я сейчас прошлась по, скажем, таким ярким исполнителям в истории казахской хореографии на протяжении, вот, скажем, 20 века. А тут слайды и фотографии посвящены хореографам, балетмейстерам. Мы знаем, что в 30-е годы, когда формировалось профессиональное театральное искусство, к нам приглашали специально представителей русского балетного искусства и других республик постсоветского пространства. И один из первых хореографов, один из первых балетмейстеров, которые формировали казахский сценический танец на профессиональной сцене, это был Али Ардобус. Его фамилия Ибрагимов, вот Али Ардобус. Рядом с ним, конечно, Александр Александров, Мартиросян, Юрий Ковалев. Именно эти люди формировали, вот, как я вот говорю вам, казахский сценический танец на профессиональной сцене. Шара Жимкулова всегда с гордостью говорила, и она пишет в своих воспоминаниях, писала мне, что я ученица Александра Александрова. Именно он стал первым основателем первой профессиональной балетной труппы театра имени Абая. Здесь глыбы, мэтры казахского хореографического искусства, это Даурен Тастамбекович Абиров, первый профессиональный балетмейстер, первый выпускник хореографического училища. Он сыграл огромную роль в истории казахского хореографического искусства вот в разных направлениях. Он ставил балетные спектакли на сцене театра имени Абая. Он ставил огромное количество казахских сценических танцев в оперных спектаклях. Он сформировал школу казахского мужского танца. Он первый, кто открыл кафедру хореографии при женском педагогическом институте, когда уже появилась возможность нашим казахстанским хореографам. Даурен Тастамбекович, автор, вот я показала уже книгу, которую они создали вместе с Абубакиром Исмаиловым. Еще одна книга, которую я очень люблю, «История казахского танца». Здесь он очень хорошо и четко раскладывает историю становления казахского сценического танца, потому что одним из важных основоположников в становлении этого жанра, конечно, был Даурен Тастамбекович Абиров. И вот здесь во второй части он тоже раскладывает элементы казахского танца, и мужского танца, и женского танца. Сегодня эта книга тоже наша настольная, мы опираемся на нее и учимся. Хочется, конечно, еще сказать несколько слов о Заургаличе Райбаеве. Заургалич – выдающийся балетмейстер Казахстана. Он создал ряд больших масштабных спектаклей на сцене театра имени Абая. Но и в то же время Заургалич, можно сказать, создал новый стиль казахского танца. Он привнес очень много нового в координацию, в пластику, в тематику казахского танца. Очень у него номера не композиционно сложные, они, можно сказать, как орнамент. Да? Заургалич, конечно, когда я говорю о нем, вот, вызывает огромное уважение, потому что он сыграл огромную роль в развитии казахского сценического танца. Здесь, конечно, Булат Газизович Аюханов, мэтр казахского балета, руководитель ансамбля «Молодой балет Алматы», ныне он называется Государственный академический театр танца Республики Казахстан. Его танцы – это тоже новое слово в казахской хореографии. Такие танцы, как Аккулар, Акындар, Балбраун, Ажанкыз в его варианте. Это те танцы тоже, которые вошли в наследие казахской хореографии. Минтай Жаневич Тюлбаев, выдающийся балетмейстер,
Он сыграл огромную роль в истории развития театра оперы и балета имени Абая, где он поставил очень много интересных балетных спектаклей. Конечно, он непревзойденный мастер детских балетных спектаклей и концертных номеров, но надо сказать, что и он привнес очень многого интересного, самобытного, не похожего ни на что в казахскую сценическую хореографию. И всегда вспоминаю, как мы в хореографическом училище танцевали его танец «Онлайтөк», который, я считаю, одним из таких шедевров в казахском хореографическом искусстве. Эльдос Ашимович Усин, выпускник Ленинградского хореографического училища, он тоже ставил на сцене театра имени Абая балетные спектакли, но и в то же время он огромный вклад внес в развитие ансамблей Казахстана и хореографического училища, потому что он там тоже ставил ряд интереснейших концертных номеров, которые тоже идут в репертуаре нескольких наших ансамблей Казахстана. Жанат Курымбаевич Байдаралин, сегодня он работает в Соединенных Штатах Америки, и он привнес свой вклад в развитие казахского танца. Его интересные танцы, как я помню, Шенияс, это тоже один из таких очень главных этапов развития казахского сценического танца. Диляфрус Киякова внесла свой вклад в развитие ансамбля Гульдер. Мы на уроке с удовольствием берем ее танец под названием Куаныш, который тоже входит в программу изучения казахского танца. Ольга Всеволодская-Галушкевич вызывает огромное уважение. Этот балетмейстер, этот хореограф, уникальный хореограф, который она была приглашена Узбекали Джанибековичем Джанибековым, когда создавался замечательный ансамбль народного танца в 1985 году, ансамбль «Алтынай». Она создала огромную программу для этого ансамбля. И надо сказать, что она внесла огромный вклад в развитие казахского танца в качестве балетмейстера, который с таким достаточно научным подходом подошла к тому, чтобы восстановить старые формы казахского народного танца. Я очень люблю ее книгу. Вот такая книга «Школа казахского танца». Она автор не только этой книги. Здесь чем примечательна эта работа, это такая фундаментальная, что Ольга Всеволодская-Галушкевич, она не просто так же описывает движение, она раскладывает историю создания этого движения, почему оно имеет право быть в казахском танце. Она опирается на археологические памятники, на литературу, на исторические аспекты. Опираясь, она создала такую замечательную работу, которая тоже является для нас книгой, одной из фундаментальных. Продолжая говорить о казахском танце, конечно, к Ганикамалу Меджане Беседной у нас особое отношение, потому что, во-первых, благодаря ей мы можем так заявлять, что мы творческие внучки Шары Жиенкуловой. Она прямая ученица великой Шары Апай. Именно Шара Жиенкулова ее оставляет в стенах Алматинского хореографического училища в качестве педагога. И на протяжении более 40 лет она является ведущим педагогом казахского танца Алматинского хореографического училища имени Селезнева. Она выпустила, каждый год она делает выпуски, что восхищает меня. Это, конечно, не каждому под силу. И она воспитала не одну плеяду замечательных танцовщиков. Именно ее ученики сегодня являются руководителями очень главных коллективов, где пропагандируется казахский танец. Она внесла свой вклад в развитие
самого урока, дисциплины казахский танец, методику казахского танца. Она очень интересно разработала станок, экзерсис у станка в казахском танце. Смогла развить те основные движения, которые были оставлены нашей великой Шары Жейнкуловой. И я тоже с гордостью говорю, что я ученица Гани Камаловны Меджановны и стараюсь, как бы сказать, достойно нести вот это, статус ученицы Гани Камаловны Меджановны Бисена. Гульсауле Урумбаева, мы уже говорили с вами, что она тоже была замечательная танцовщица. И вот здесь тоже уникальный кадр, это из архива Шары Жейнкуловой. Надо сказать о том, что Шара Апай такая умница в плане того, что она свой архив смогла и успела передать Государственному архиву. И там, конечно, Республики Казахстан, и там, конечно, сохранены замечательные и рукописи самой Шары Апай. Я видела лично журнал, который она вела в народном отделении, и там в этом списке мы как раз видим наших уже замечательных выдающихся деятелей казахского хореографического искусства. Это Гани Камаловна Меджановна Бисена, и Турсынбек Абдубач Нуркалиева, и вот Гульсауле Урумбаева. И вот это как раз, я насколько поняла, была фотосессия, съемка основных движений Шары Жейнкуловой. Вот здесь запечатлена Гульсауле Урумбаева. Вот я как говорила, она сегодня является руководителем государственного ансамбля «Салтанат», который расположен в городе Алматы. Ну, Туйган Оспановна Эзем, вот мы уже с вами говорили о ней, она замечательная танцовщица в прошлом, сегодня она тот яркий пропагандист казахского танца, передает наследие из рук в руки, как говорится, наследие Всеволодской Галушкевич, Даурена Абирова, Заурбека Райбаева. Она проводила целые вечера, посвященные этим выдающимся личностям. Сегодня я хотела бы подчеркнуть, что, во-первых, надо сказать, что в 2016 году в городе Нур-Султан открылась Казахская национальная академия хореографии. Это новое слово в хореографическом образовании, это уникальное учебное заведение с многоуровневым образованием. Дети могут обучаться с 1 класса и могут получить образование до самой докторантуры. И вот в нашей академии начала функционировать лаборатория казахского танца, чему мы очень рады. Я имею в виду мы, это, так скажем, молодое поколение педагогов казахского танца, потому что вот в этой лаборатории творят большие мастера. Это и Туйган Оспановна Эзем, это Айгуля Бикеновна Тати, это Айгуль Кенесовна Кульбекова. И вот мы, слушая, как бы участвуя в процессе систематизации методики преподавания казахского танца, мы прям ощущаем себя очень счастливым, потому что нам передают бесценный опыт и бесценную информацию, которая нас сегодня обогащает, которая нам сегодня позволяет уже как-то на другом уровне проявлять себя в качестве педагогов и хореографов. Айгуля Бикеновна Тати, вот я говорила, что она оставила огромный след как танцовщица в истории казахской хореографии. Сегодня она ярчайший хореограф. Ее номера украшают репертуар театра Астана Балет, ее номера украшает репертуар Казахской национальной академии хореографии. Это самобытный хореограф, интереснейший. Она сегодня, наверное, создает те номера, которые для нас являются таким неким эталоном, образцом. Мы опираемся, мы смотрим, мы учимся. И огромное спасибо нашим педагогам, что они сегодня являются тем главным мостом между прошлым и сегодняшним днем. Они носители той уникальной пластики, которая передавалась им из рук самого Даурена Абирова, Заурбека Райбаева, Шары Жейнкуловой. Они все их видели, Ольги Всеволодской Галушкевич, они работали с ними. И как нам сегодня просто очень везет, что мы работаем бок о бок с этим, и что мы можем
на той базе, которую мы получили в стенах нашей школы, Алматинского хореографического училища, продолжать наше образование и расти. Спасибо огромное этим деятелям, Айгуле Бикеевне, Туану Спанне, Айгуль Кинесовне, что вот сегодня они привносят огромный вклад, чтобы сохранить, самое главное, сохранить то ценность, что есть в казахской хореографии. Айгуль Кинесовна Кульбекова, вот мы говорили, доктор педагогических наук. Мы с вами говорили о том, что в 1992 году состоялся первый конкурс, республиканский конкурс казахского танца, посвященный памяти Шары Жиенкуловой. Это, конечно, такой был конкурс, который взбудоражил вообще многих хореографов и исполнителей того времени. И, вы знаете, на долгие годы этот потом конкурс, к сожалению, ушел. И кто возродил этот конкурс в Уральске, это была Айгуль Кинесовна Кульбекова. Она провела второй конкурс и третий конкурс Шары Жиенкуловой. В 2012 году к столетию Шары Апай был проведен четвертый конкурс на базе университета искусств Шабыта. А вот пятый конкурс, юбилейный конкурс, прошел на сцене, прошел на базе Казахской национальной академии хореографии, где мы с большим трепетом и волнением участвовали в этом конкурсе. И, конечно, для нас было огромной честью завоевать на этом конкурсе гран-при. Айгуля Бикеновна, чем мы очень гордимся, единственный доктор педагогических наук в сфере казахской хореографии. Извините, Айгуль Кинесовна. Хадиша Эртибулана Гимбаева, это руководители замечательного коллектива, который работает у нас в городе Нур-Султан, Театр народного танца НАС, тоже ученики, выпускники Алматинского хореографического училища. Они танцевали в ансамбле Алтанай и потом продолжили свою деятельность уже здесь, когда Астана только-только становилась на ноги. Как раз они были организаторами одного из первых ансамблей в городе Астана на тот момент, ансамбль НАС, и вот сегодня это уже театр народного танца. Хочется еще подчеркнуть, что у нас есть замечательные, великолепные хореографы в регионах, о них тоже много можно говорить. И одна из таких хореографов — это Заурия Жибекова, которая является руководителем ансамбля «Казына». Огромное отдельное спасибо хочется сказать Абдрасулу Сикееву, руководителю ансамбля «Шалкма» при филармонии города Нур-Султан. Он в своем ансамбле сохраняет наследие казахского танца, при том, что создаются новые номера. Он очень бдительно, очень аккуратно относится к наследию казахского танца. Это танцы и Абирова, и Шары Жиенкулова, и Заургалич, и Минтай Тлюбаев, Жанат Бедер и многих-многих наших мэтров казахского искусства. Также хочется подчеркнуть, что в регионах работают замечательные педагоги, которые вносят свой вклад в развитие хореографического образования. Это и Балжан Тлюбаева в городе Чимкент, это Гульбану Мурзабаев в городе Кызылорда. Очень мне нравится творчество хореографа Седика Сариева в Западном Казахстане. Если вдруг я кого-то не назвала, прошу прощения, но еще повторяюсь, какие были у меня фотографии в моем архиве, где я представляю их сегодня в нашей презентации. И, конечно, надо подчеркнуть, что сегодня замечательная, скажем так, плеяда молодых хореографов, которые работают в качестве и педагогов, и постановщиков. Но мы знаем Талант Лышпаев, Талант Жамбулчи, он уникальный танцовщик. Сегодня он свой опыт передает студентам Казахской национальной академии искусств имени Тимирбека Жургенова и Государственного университета в городе Алматы. Алмат Шамшиев, мой коллега, мой друг, соратник, с которым мы творим в стенах нашей любимой Казахской национальной академии хореографии, уникальный хореограф, своим каким-то самобытным видением, пониманием народного танца.
Я очень рада, что у нас состоялся, я думаю, наш такой творческий тандем, который позволяет нам как бы идти вперед и искать новые формы, новую пластику в казахском танце. Вот, конечно, хочется подчеркнуть, что сегодня ярко традиции Ганикамала Меджана Бисенова в стенах Алматинского хореографического училища продолжает замечательная в прошлом танцовщица Фарида Асылбековна Алиева. Сегодня она, на мой взгляд, очень успешный педагог казахского танца в Алмате. Спасибо ей большое, потому что мы тоже с ней вместе много работали. И она одна из первых исполнительниц вот в истории казахского танца, одна из первых исполнительниц сольной партии в танце Коштасу Даурена Тастамбековича Абирова. Конечно, новое слово в развитии казахской такой хореографии вносит и молодой уже опытный хореограф Мукарам Аллахри, главный балетмейстер театра Астана балет. Она создала интересные национальные балеты, где тоже привносит свое видение в развитие казахской пластики. Здесь прекрасные фотографии театра Астана балет с постановок вот Айгуль Абикеновна, Асем Комар, это танец Куаныш, постановки молодого хореографа Ани Цой. То есть почему я остановилась на вот сегодняшней лекции на этих персонах, потому что мы понимаем, что любая история, она строится на личностях. Вот посмотрите, за 85 лет профессионального хореографического искусства Казахстана сколько людей, сколько личностей, которые отдавали свою жизнь, которые искренне любили свою профессию, любят ее и продолжают творить на благо нашего казахстанского хореографического искусства. Естественно, я сегодня остановилась конкретно на личности, которые связаны именно с направлением казахского танца. Надо сказать, что у нас замечательные ансамбли работают. Это ансамбль Салтанат, это в 1969 году был открыт замечательный ансамбль Гульдер, Алтынай продолжает свою работу в городе Талдыкурган. Но на мой взгляд, это еще отдельная история, это еще отдельная страница, и на это потребуется еще отдельное время. И я приглашаю завтра на платформе Zoom Ивана Спана прочитает, расскажет лекцию об ансамбле Салтанат. То есть, я еще раз повторяюсь, творческая деятельность этих ансамблей требует отдельного внимания. Когда мы говорим о хореографии, о танцах, тематика казахского танца очень широкая, и я очень люблю подчеркивать и говорить о том, что настолько богата пластика казахского танца, что можно на базе этих движений создавать танцы от бытовой темы до высокофилософских тем. То есть наличие таких движений позволяет нам развернуться в разных аспектах. И надо сказать, что мы можем уже четко и ясно говорить, что сформировалась школа казахского танца, есть своя методика преподавания казахского танца. Внутри урока казахского танца есть разделы конкретные, это движение рук, это ходы, это специфические положения рук, это повороты вращения, это прыжки. То есть есть мощная базовая платформа, на которую мы, опираясь, сегодня продолжаем работать в этом направлении. И хотелось бы немножко ваше внимание направить на видео. Я здесь продемонстрирую небольшие отрывки танцев из репертуара Национальной академии хореографии. Танец Шашу в постановке Айгули Бикеновны. Конечно,
наблюдая за этим номером, понимаешь, насколько изменилась, усилилась еще больше динамика танца, усложнилась композиция. Как сегодня казахский танец требует такой мощной координации, работы корпуса, ног, пластики тела. Небольшой отрывок из танца Ахтуба на музыку Нурисы Климдеева. Мне хочется подчеркнуть, что сегодня в музыкальной культуре Казахстана есть великолепные ансамбли, которые на высоком профессиональном уровне пропагандируют казахскую музыкальную культуру. Особенно мое отношение трепет к фольклорно-этнографическому ансамблю «Туран». Вот мы сейчас видим номер на музыку Климдеева в аранжировке данного ансамбля. Следующий номер, тоже, который я хочу показать вам, это номер, который мы делали вместе в дуэте с Алматом Шардаровичем, Серлер Салтанаты, извините, на музыку замечательного ансамбля, ансамбль Хасак. Их немножко нет. Сало Сера — это, вот как я говорила, это театр одного актера. Нас вдохновил фильм о Бажансал, где они тоже там выходят в замечательных таких масках. Это тотемные животные тюркского мира, волк, беркут, лиса, медведь.
крещением, да, казахские девушки забирают эти маски, потому что написано, салы, они имели единственный, кто в степной иерархии заигрывать с казахскими девушками, их очень любили. Это вот элементы, которые у нас есть в мужском казахском танце, которые мы хотели очень отразить в нашей хореографии. Конечно, девушки гостеприимные, в руках тостаган. Есть сведения, когда салы они еркелеп, девушки их вносили в юрту и кормили их, поели их. Игры тоже являются, да, основой многих хореографических композиций. Тартас, айтас. Тоже являются основой многих хореографических композиций. Любовь, состязательность, они должны подобрать браслеты из силы. Были они трюкачами, салсиры. И, конечно, понравишься девушке, они надевают платок. Каждый показывает свою удаль, на что он способен, силу, мощь. И, конечно, этот замечательный ход урме. Специфическое движение молдас, положение рук, костюмы, да, тоже играют здесь огромную роль. Вообще в любом танце костюмы играют. Они порой диктуют пластику тела, именно костюмы. Вот это такая теоретическая часть сегодняшней нашей встречи, нашей лекции. И сейчас я просто хочу обратить ваше внимание на несколько основных движений казахского женского танца. Прежде всего, конечно, любой танец, он начинается и заканчивается приветствием. В казахском танце есть понятие тәжім, салем беру, да? Какую смысловую нагрузку несет это движение? Если расшифровывать, то можно сказать так. Мен сіздерге құрметімді көрсеттім, салем бердім. Это маленький поклон, кіші тәжім. А если мы будем говорить о большом поклоне, то я вас
небеса, вот весь мир, который окружает меня, я приветствую. Можно так это преподнести. Вообще формы поклонов очень разные бывают. Можно и с одной рукой подвести к сердцу, можно без шага на месте сделать, можно скрещенными руками сделать, можно шагом в сторону, можно поменять направление. Но самое главное — нести смысловую нагрузку. Это приветствие, это твоя открытая душа, это твое открытое сердце, это твое гостеприимство, это твое уважение к человеку, который пришел. В данном случае в танце зрителю, который сидит в зрительном зале. В казахском танце, если брать казахский женский танец, то он богат необыкновенными движениями рук. И одно из основных движений, которое есть в казахском танце, называется «Кол кыймылы айналма». Это движение исполняется по разным позициям. Вот именно вот такими круговыми движениями мы исполняем его в разных положениях, в разных позициях. Когда мы говорим о смысловой нагрузке этого движения, то это движение несет очень глубокую мысль. Я всегда говорю, всегда рассказываю своим студентам, что в казахской культуре нет понятия конца. Конец — это начало другого. Это всегда пример привожу, уже, наверное, многие запомнили, что вот, например, если мы возьмем той, который мы очень любим праздновать, в конце всегда той выносится той бастар. А это уже конец тоя. Но мы называем это той бастар, значит, той начинается. Значит, мы говорим, вот этот конец тоя, это уже начало следующего праздника, да? Нету конца, это виток жизни, и он нескончаемый. Мы кочевой образ жизни вели, мы шли по кругу, и вообще вот этот знак круга, он настолько сакральный в нашей культуре, наша юрта, дом, кизи по форме круга, даже дастархан, за которым мы сидим, он по форме круга, ошак, который в середине юрты стоит, тоже в форме круга. Вот мы идем по бесконечности. Еще одна из версий, конечно, это благо, которое мы просим, да, от Всевышнего и отдаем. И мы принимаем, мы и отдаем. Я всегда говорю своим девочкам, вот и у них также дома, это у нас традиция, приходит, когда гость, всегда мама говорит, тазым бар чай ходят, да, в первую очередь мы накормить должны. А когда мы приходим в гости, мы всегда обязательно с пустыми руками не ходим. И когда уходит гость, у нас тоже с пустыми руками не уходит. И вот эта энергия, с которой ты пришел в дом, энергия, с которой ты ушел из дома, вот этот взаимообмен информацией, любви, отношений, уважения друг друга тоже заложены вот в этом движении. Это движения могут исполняться и одной рукой, и двумя руками, и с переводами рук в положение коскол, да, с различными ходами, с различными работой корпуса. Надо подчеркнуть, что в казахском танце не могут работать только одни руки. Нет, конечно. Это целый координационный процесс, это работа корпуса, это работа ног, это работа головы, это взгляд, это отношение. Какую мысль хочет передать танцовщица, да? Следующее движение, которое, ну, скажем так, одно из самых основных, которое будоражит и восхищает и как наших зрителей, так и зарубежных зрителей, это кол кыймылы толкын. Это волна переводится, да? Это движение нам оставила в наследство наша великая Шара Апай, Шара Жиенкулова. Это движение можно также исполнять одной рукой, двумя руками, вперед, в сторону, и вверх, и вниз, и с переходом на одну ногу, с работы корпуса к бюктелю. Это может быть и так. То есть огромное разнообразие координации исполнения этого движения. Следующее движение, которое мне бы хотелось рассказать, это, конечно, кайнар-була. Я вот, как вам говорила до этого, я остановлюсь более подробнее об истории названия этого движения.
как нам рассказывала Ганикамал Нурмеджановна, Шара Женькулова увидела вот на земле ползущих двух змеек. И вот она это движение назвала Кошшулан. Но потом это движение переименовали как Кайнар-Була, родник. И вообще творчество Шары Женькуловой, он для нас вот сегодня действительно родник. Мы питаемся этим творчеством, этим искусством, которое она оставила после себя. Кайнар-Була. Если кто-то захочет попробовать, пожалуйста, попробуйте. Мы берем руки вот в таком параллельном положении. Сильно скрещивать локти не надо, уводить в сторону тоже не надо, они вот в прямом положении. В основном это движение очень хорошо смотрится, когда мы делаем или в эпольман, то есть в угол, или точно в профиль. И соединяем третий пальчик, и правая рука, начиная движение, правая рука через самую высокую точку проходит вперед. Потом следом за правой рукой идет левая рука. И так переменно мы продолжаем. Это движение мы можем исполнять в медленном темпе, можем в быстром темпе. Обычно это движение начинается с положения вот снизу. Вот мы показываем, как родник из-под земли, да, идет вот. Это движение мы можем выполнить вокруг себя. Это движение мы можем с бегом вперед. Вот мы видели в хронике, как Шара Женькулова это делает. То есть это одно из очень необыкновенных красивых движений. Я помню, как-то давала мастер-класс в рамках международного конкурса в Риге, в Латвии. И показала ряд движений, показала Кайнар-Була. И как-то иду я по коридору, и те участники, которые приняли участие в этом мастер-классе, меня увидев, стояли и показывали, как они делают этот Кайнар-Була. Очень было трогательно, очень было трогательно. Следующее движение, которое отражает красоту природы казахской степей. Как раз сейчас сезон маков. Да, сейчас красота в степи, мы ее, к сожалению, сейчас увидеть не можем сами, но у нас есть замечательное движение под названием Кызгалдак. Кызгалдак, тюльпанчик. Вот такое движение красивое. Я очень его люблю, его часто используют в казахском танце, женском танце. Можно и так, можно и на ушко. Можно, когда нижняя рука и в прямом положении, и вот в таком согнутом положении. Это движение тоже можно исполнять с различными ходами. И, конечно, с работой корпуса, манерой, стилем, настроением. Я, конечно, сразу перешла к движениям, но мы должны понимать, что существует методика, существует постановка корпуса, есть определенные позиции рук, позиции ног в казахском танце. И вот я очень люблю такой раздел, понятие как переводы рук в казахском танце. Можно только на них опираясь делать маленькие учебные примеры. Вот, например, мы руку с первой позиции открываем во вторую позицию. Но мы не просто открываем, это не просто схема. Тут мы должны показать манеру казахской девушки. Какая она? Стеснительная, удивляющая, поражающаяся, степенная. Вот разные эпитеты можно как бы к этой девушке, да, применить. Это вот она, когда открывает руку, она с удивлением, она с такой аккуратностью заглядывает, что там происходит. И здесь она очень аккуратно вглядывается, она не такая открытая, откровенная. Затем она руки переводит через положение «өрник». Это одно из специфических положений рук казахского танца. И вот она говорит, вот она я. Затем руки переводятся, и она свое сердце открывает этому миру. А потом она приглашает вместе спеть песню, потому что казахский народ очень-очень-очень музыкальный. И вот эти напевы, да, и она всех приветствует, кто пришел к ней в гости.
Затем мы переводим руки в положение коскол, вот мы можем перевести, и вот провести этими руками. Потом мы проходим, мы благодарим вот тот окружающий тебя вот всю вселенную, вот что мы здесь. Здесь мы. И мы опять заглядываем, опять удивляемся, опять краткость, аккуратность, да? И потом лишь мы можем сказать, вот она какая я красавица. Это такой маленький учебный пример на переводы рук. Я попытаюсь его исполнить на музыку Ак-Баян в исполнении ансамбля Хасад. Вот еще касательно Айналу и Айналма, да? Мне бы хотелось заострить ваше внимание на название этого движения. И соответственно, мы уже и будем исполнять его иначе. Я забыла об этом просто сказать вам. Вот у нас в казахском языке есть слово айналайн. Когда и кому говорится это слово? Конечно, самому родному, самому близкому, да? Действительно, вот так сипапкой, да, проглаживая рукой, мы говорим айналайн, айналыпкетейн. Что закладывается, какая смысловая нагрузка закладывается вот в это слово? Дело в том, что в старину бахса, вот я говорила, он имел функцию целительную, да? Когда он лечил человека, он проходил вокруг него несколько раз. Была такая мысль, такое намерение: я забираю от тебя плохое и отдаю только хорошее. То есть человек, который говорит тебе айналайн, у него порыв, у него намерение проявить свою любовь, забрать от тебя все плохое и дать только хорошее. И вот когда мы это движение Колкамала Айналма делаем, мы тоже проговариваем, что забирая плохое, мы отдаем только хорошее. И вот когда мы сейчас положение коскол проводили, вот через первую позицию, мне бы хотелось сказать здесь внутреннее мое намерение, с какой целью хотелось бы это сделать. Вот елемда айналыпкетейн, я люблю своих близких, родных, мой народ, мою землю. То есть, когда я делаю это движение, должно быть внутреннее отношение. Оно может быть разным, конечно. Вот здесь я очень люблю, когда мы, проводя руками, мы отражаем, вот мы хотим передать свою искреннюю любовь, которая есть у нас внутри, к своему народу. Ну вот маленький учебный пример на переводы рук. Можно? Рук, которые я показала. Еще я показала движение, которое тоже очень люблю. Это движение сандину, охорашиваться. Вот руки мы поднимаем в положение вверх, и правой рукой мы проводим у сережки, потом алка, потом еще показываем свой лик и свою красоту. Вот это движение называется сандину. Это движение можно исполнять попеременно разными руками, можно двумя руками, можно вот интерпретировать и исполнять его из стороны в сторону,
через круг проводим сюда. Вот, то есть, если вот даже вот такое небольшое количество движений, которые мы сейчас с вами рассмотрели, они все несут смысловую нагрузку. Они не пустые, они не формальные, они каждый имеет свой термин, свое название, свою методику исполнения. И что еще хочется сказать? Маленький еще продемонстрирую маленький учебный пример на движение кол кыймылы айналма. Кол кыймылы айналма, кол кыймылы кызгалдак. Затем еще есть очень красивое такое движение, называется пидай бөз. Очень люблю это движение, оно исполняется в положении кос-кол, может от первой подниматься в третью позицию, да, и опускаться. Можно это движение с наклонами делать, с выпадами на колени. Очень много разных вариантов исполнения этого движения рук. И еще есть у нас очень красивое движение, которое я упустила. Это сылтеу. Сылтеу, стряхивание кистей рук. Вообще, если говорить о технике исполнения движения рук казахского танца, это, конечно, одно из главных требований – это гибкость. Гибкость вот именно запястья. Надо довести до положения 90 градусов, под углом 90 градусов. Да? Часто мы вот прям заставляем наших девочек опираться и растягивать связки запястья. Вот как в балете это голеностоп, так и в казахском танце это руки. И вот у движения сылтеу, как можно вот делать двумя руками, можно переменно делать, можно это движение делать и соединив их вместе. Также это же движение мы можем интерпретировать уже под названием блезык ойнату. Также это движение можно исполнять вот в положении и сылтеу из стороны в сторону. То есть, опять же таки, у этого движения тоже множество форм исполнения. Вот маленький этюд, еще, в который тоже войдет, это не этюд, это учебный пример. Там еще есть еще одно движение, которое я очень люблю, который передает вот ту манеру, девичью манеру, называется ялу, стесняться. Это движение, и мы закрываем лицо, можем присесть, можем не садиться, но здесь главное это вот выход, удивление, любопытство девочки и ее стеснение. Она зачем-то наблюдает, а потом она стесняется. Очень хорошо передает вот эту юношескую девичью манеру казахской девушки. И я тоже попробую в учебном примере вот эти движения соединить. Посмотрим, что получится. Спасибо большое. Ну вот в таких маленьких учебных примерах мы можем использовать большое количество движений. Это можно трактовать на разные музыкальные произведения, на разные темы. Но я думаю, на этом сегодня мы завершим нашу онлайн-лекцию. Конечно, может быть, где-то немножко затянули, где-то не совсем получилось так, как я хотела, но вот в такой форме мы сегодня поговорили с вами немножко о казахском танце. Вообще я хочу сказать, что я, честно сказать, никогда не думала, что вот так напрямую свяжу свою судьбу с казахским танцем, но с каждым днем, с каждым разом я убеждаюсь в том, что я сделала правильный выбор, потому что чем глубже, чем подробнее изучаешь историю казахского танца, его движений, его манеру, его посыл, ты с каждым разом влюбляешься в этот вид искусства,
влюбляешься и восхищаешься мудростью наших предков, наших больших-больших деятелей, которые нам оставили огромное наследие. И вот наша задача это сохранить, наша задача это передать по следующему поколению. Огромное вам спасибо, дорогие друзья, что вы уделили столько времени этой теме. Я благодарю Министерство культуры и спорта Республики Казахстан за такую возможность общения со зрителем, с вами, дорогие друзья, вот в такой форме. Я желаю всем крепкого здоровья, берегите себя. Сегодня действительно непростая ситуация, но несмотря на это, если мы будем вместе, все будет у нас хорошо. Менен сіздерге үлкен сәлемім, рахметім, көп рахмет.